Мы в гостях у уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия Гуреве Сардан Михайловна. Институт уполномоченного по правам человека – это что такое? Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия является государственным органом, который является по своей сути правозащитным институтом, который уполномоченный по правам человека в республике – это, по сути дела, защитник сегодня прав граждан, работает на восстановление нарушенных прав, ведет работу по правовому просвещению населения. В своей деятельности мы помогаем, содействуем органам власти оперативно принимать те решения, которые необходимы для восстановления нарушенных прав. В адрес уполномоченного по правам человека в республике поступила коллективная жалоба от жильцов города Якутска по улице Очеченко, 28. Создалась угроза обрушения дома. Действительно, дом в свое время был признан аварийным. Прорабатывали различные варианты с Департаментом жилищных отношений. При помощи прокуратуры города Якутска, при помощи управления строительного надзора добилась результата. На сегодня жильцы расселены, все, кто желал, и в доме там старом никто не остался. То есть угрозы жизни и здоровью сегодня граждан отсутствуют. Вот это наша самая главная работа. Но я интересуюсь, такая же ситуация, аналогичная получилась по Горельцам Семена Данилова 5. В данном случае мои действия как уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия были подчинены, во-первых, тому, что все-таки наибыстрым образом постараться нам всем вместе помочь жильцам. И исходя из этого посыла, фактически мной была оказана, если хотите, помощь органу местного самоуправления. В данном случае, жильцы инициировали участие главы городского округа. Я действительно обратилась с письменным обращением. Все структуры слаженно отработали. Все представители приняли 100% участие. И любой вопрос, который задавали жильцы, он не остался без ответа. Есть права осужденных, это тоже ваша компетенция? Да, есть ряд обращений. Каждое, обращение рассматривается с выездом на место. Идет обсуждение, разъяснение законодательства. И где-то, если мы видим, что вопрос не требует проверки, мы даем разъяснение. А где-то, если требуется проверка, что есть некие факты нарушения, то я обращаюсь в прокуратуру по надзору за исполнением законодательства в местах лишения свободы. Республиканские ведомства же тоже подключаете? Республиканские ведомства мы подключаем в обязательном порядке, и показательным примером является инициирование уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия акции «Путь дому». В этой акции приняли участие более 30 организаций, органов власти, учреждений и федеральные территориальные структуры, и органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, многочисленные учреждения республиканского подчинения. Также приняли органы местного самоуправления, в частности городской округ город Якутск. Все-таки обращаем внимание гражданского общества на том, что проблема людей, которые находятся в тяжелейшей, трудной жизненной ситуации, которым нужна помощь, она есть. Мы, в частности, жители города Якутска, видим большое количество людей, которые просят милостыню, которые распивают спиртные напитки, при этом они живут без определенного места жительства, где придется, ночуют на улице, под домами, в парках, где угодно, где их ночь застанет, к сожалению. И зачастую эти люди не желают работать. И вот в этой связи поддержка деятельности тех социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ежедневно, без помощи государства, работали. И сейчас уже со стороны органов местного самоуправления поддержка уже идет. Несколько человек вернулись в нормальную жизнь. Есть такие уже примеры. Мы можем считать, что все вместе, вот эта большая армия
так называемых чиновников, а это тоже неравнодушные люди, которые изо дня в день добросовестно трудятся на своих рабочих местах. Все-таки мы все вместе добились такого результата. Но успокаиваться не надо, потому что проблем еще много. Мы вышли в адрес Госсобрания Ултумен по возможной разработке законопроекта по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Есть на сегодня некие предложения по установлению полномочий. Все-таки это субъектов Российской Федерации будут полномочия или органов местного самоуправления. Поэтому мы ожидаем все-таки скорейшего разрешения на федеральном уровне. А все-таки Конституция Российской Федерации нам позволяет заниматься собственным правовым регулированием. Данный вопрос находится на рассмотрении администрации городского округа город Якутск. И, конечно же, все-таки этот вопрос остается актуальным на повестке. Потому что у нас есть, к сожалению, факты. Сейчас на улице ниже минус 40 градусов. И все-таки есть факты, когда отдельные граждане не умирают, замерзают на улице и погибают. Некоторые вопросы с одинокими пенсионерами. Защитой прав одиноко проживающих граждан мы продолжаем заниматься. Действительно, факты имеют место быть, когда нарушаются права одиноко проживающих граждан. Это на получение своевременного медицинского обеспечения, это на то, что, значит, действительно почтальон вовремя не выдавал пенсию, то есть нарушение права на пенсионное обеспечение, ну и отдельные факты. И, конечно, самое удручающее в этом вопросе есть то, что при живых детях родители сдаются в социальные дома. Эта проблема тоже выявлена. А если кто одиноко проживает, у кого нет ни родственников, ни семьи, ни детей, нами по этому поводу сегодня принимается, кроме того, что мы оказали конкретную помощь. Значит, эта помощь, во-первых, состоялась благодаря нашей совместной, тоже слаженной работе с Министерством труда и социального развития республики. И на любые обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия принимаются меры незамедлительно. Общественники от уполномоченного по правам человека, и они находятся на местах в районах. Общественные представители работают с 2003 года. И Институт общественных представителей сегодня состоялся. Приведу пример, когда общественный представитель уполномоченного по правам человека в республике по Эвено-Бутантайскому улусу Рожина Яна Васильевна, она является редактором районной газеты, обратила внимание на поступающие жалобы, что все-таки онкология в районе молодеет. И есть целые семьи, у которых, к сожалению, погибли родные, и причем молодого возраста из-за диагноза онкологии. Яна Васильевна обратилась в мой адрес, и мы вышли на Министерство здравоохранения республики, и был организован медицинский десант, который состоялся недавно именно вот по проблеме здоровья жителей, а это как раз была инициатива общественных представителей. Вот таких положительных примеров, конечно, это население приветствует. Или же в Амгинском районе Бубякина Наталья Егоровна работает общественным представителем. Мы сейчас с ней ведем вопросы защиты прав бабушки, которую некая подозреваемая обманула, войдя в ей доверие, получив субсидию, купив квартиру и оформив на свою дочь. При этом она бабушку сдала в дом престарелых. Хотя обещала за ней ухаживать, так сказать, всю ее жизнь. Она сейчас по факту живет в Амге, я с ней встречалась, ведется уголовное дело. И, конечно, вот такие вопиющие случаи несправедливости, мошенничества, которое сейчас ведется, фактов или признаков мошенничества, которое ведется правоохранительными органами, все-таки вот мы надеемся получить свой положительный результат.